Добрый вечер, поважанное господарство. Меня звать Змитер Мицкевич. Вы глядите программу без аккредитации. И сегодня, як звычайно, мы з моими коллегами подведем вынікі тыдня, поразмаўляем на некоторые цікавыя темы, якія былі на парадку дня. И мы сегодня обмеркуем визит Рэне Фазаля ў Беларусь, спробы Лукашэнкі выглядаць чалавекам в вачах грамадства, бан Трампа ў соцсетках и спробы Навальнага вернуться в Россию. Сегодня у нас в гостях Алена Толкачова, журналистка порталу Тутбай. Добрый вечер, Алена. Добрый вечер. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі. Вітаю. І журналіст Трыбуны Дмітрый Беганскі. Вечер добрый. Пачнем абмеркаванне, напэўна, з найбольш такой весёлай тэмы, но але в той жа момант вельмі глыбокай. Гэта спробы Лукашэнкі вернуць сабе імідж такога народнага прэзідэнта. Я вось, дарэчы, сам пра гэта пісаў, вельмі цікавы феномен, як прэс-служба Лукашэнкі сама гэты імідж зруйнавала. І шмат там было розных фактараў, канешне. І вось цяпер вось гэта інтэрв'ю яго на Ілі Аскерзаде вельмі цікавая, але ў той жа момант проста такая квінтэсенцыя таго, як цяперашнія ўлады спрабуюць показаться такими больш чалавечнымі, ну, асабліва Лукашенко, але вынік атрымліваецца абсалютна адваротным. Тут просто такі цікавы момант, што лічыў кожнай дэталі нейкі правал. І з вось гэтым сабакам на стале, якога ўсе абмяркоўваюць з гігіенічнага пункту гледжання, а не з пункту гледжання таго, што ой, глядзіце, як міла. Альбо самі паводзіны Лукашэнкі, напрыклад, вось яго езда за рулём непрышпіленым. Гэта все цяпер выглядае не такімі добрымі чалавечымі рэчамі, якія яго набліжаюцца, хутчэй, напэўна, такімі барскімі замашкамі, на маю думку. І тут адразу хочацца запытаць у Алены, напэўна, што гэта такое было, вось хто гэтае, так бы мовіць, інтэрв'ю, не ведаю, ці можна назваць гэта інтэрв'ю, арганізаваў, і наколькі гэта сведчыць пра то, што сапраўды беларускія ўлады цалкам адарваліся ад рэальнасці? Ну, мне кажется, что здесь не нужно глубоко погружаться, да, и рассуждать о том, что они хотели этим сказать или что они не хотели этим сказать. Нужно просто понимать, как работает пресс-служба Лукашенко. Ну, я примерно представляю, как это происходит. То есть у них лежат там сотни запросов от совершенно разных СМИ, от белорусских, от иностранных СМИ, запросы на интервью. Вот. Но пресс-служба непосредственно, я думаю, что Наталья Эйсмонт, она выбирает именно тех журналистов и те СМИ, которые не зададут острые вопросы, те, кто не пойдет на конфликт, те, кто не встанет в позу и не скажет, например, что мы выходим в прямом эфире никак иначе. То есть они выбирают самые лайтовые варианты, когда Лукашенко сможет сказать то, что он хочет сказать, ему не придется отвечать на неудобные вопросы, вот, и в принципе на вопросы. Вот, потому что это интервью, это, конечно, ну, интервью в принципе сложно назвать, да, потому что ни одного острого вопроса задано не было, вместо вопроса про права человека спрашивают про категорию прав Лукашенко. Вот. Ну, то есть это все довольно забавно, но нужно понимать, что та же собака на столе — это не какая-то постановочная сцена, да, это так принято в этом доме. То есть, видимо, задумка была в том, чтобы позвать собаку, и она должна была просто прийти к хозяину, а она, ну, сделала совершенно привычную вещь, то, что она делает всегда, она становится просто на стол, и никто там даже не удивился. Вот, и это очень важный момент, ну, как бы, это та реальность, в которой живут в этой семье, это та реальность, в которой живут власти, вот, то есть им, в принципе, все равно, как это будет выглядеть снаружи, они поклялись там в любви Путину, Путин, возможно, да, этому безумно рад, ну, мы не знаем его реакции, не узнаем никогда, вот, ну, и все, это было такое интервью для самих себя, вот, единственное, что самое интересное там было, это был Николай Лукашенко, который рассказал о том, что у него есть своя реальность, и это видно. Видно по его фразам, видно потому, что он готов критиковать отца, но опять же он сказал, что при ком-то чужом я никогда не скажу, что он не прав. Барыс, на твоё меркаванне, а якраз паводзіны Мікалая Лукашенка пра што могуць сведчыць? Гэта сапраўды нейкі такі пракол у выхаванні самога Лукашэнкі, да? Што вось выхаваў ён такога чалавека, які тут, як ён казаў, нібыта галоўны апозіцыянер. Альбо, зноў жа, гэта проста нейкая такая гульня на публіку, і мы ведаем, што ў любым выпадку гэта такі другі Васілій Сталін. Ну, я бы адзначыў у гэтым інтэрв'ю ці ў гэтым рэкламным роліку адразу некалькі момантаў, якія кінуліся мне ў вочы. Я пісаў і казаў пра тое, што
ну, для мяне ввогуле галоўны, да, паказчык, галоўная фраза, якая прагучала ў гэтым фільме, гэта вот такая задумлівая пауза, а потым Лукашенко кажа, что, ну, в общем-то, друг у нас только один, это Россия. То бок мы за 26 гадоў вот, незалежнай дзяржавы і шматвектарнай палітыкі, якая у нас, ну, як бы так возводилась в некую, да, дзяржаўную ідэю, прыйшлі до таго, што, ну, сябар на знешнепалітычным арэне у нас толькі адзін. Гэта даволі сумна прагучала. Я думаю, што многія людзі, якія глядзелі інтэрв'ю, якіх гэта інтэрв'ю магло зачапіць, гэтая фраза вельмі расчаравала. Это такая в нейкім сэнсе констатацыя сваёй памылкі, констатацыя таго, што вот мы 26 гадоў барахталіся, в общем-то, застаемся каля разбітага карыта. Таксама спадабаліся мне, конечно ж, прыёмы, да, тэлевізійныя, як гэта здымалася. Ну, все рабілася, конечно, прыгожа, конечно, шмат тэхнікі удзельнічае і розных прыёмчыкаў, але хіба што ніколі такі прыём не прымяняўся, як цяпер, калі Лукашенко стаіць на такім шэрым фоне. Ну, шчыра кажучы, не ведаю, як у каго, у меня склалася аналогія з фотаздымкамі, калі фотаграфуюць, ну, затрыманых, звычайна, на белым, на шэрым фоне, фаст-профіль, і вот паказваюць гэтую карцінку, і ён маўчыць і раптам пачынае казаць. Што тычыцца Мікалая, вельмі цікава на яго глядзець, і вельмі цікавы ввогуле персанаж у беларускай палітыцы, грамадстве шмат, да, мы жывем ужо апошні вот 16 гадоў, абмяркоўваецца гэта персона, спачатку ён хадзіў в школу, потым, значыць, абмяркоўвалася ягоная маці, потым ягонае сталенне, удзел у дзяржмерапрыемствах і гэтак далей, гэтак далей. Ягоныя паводзіны ў гэтым інтэрв'ю мне асабіста гавораць, што ён все разумее, да, што ён магчыма жыве у такой асаблівай рэальнасці, да, в атачэнні сілавікоў, аховы, службаў, розных, значыць, магчымасцяў і такое жыццё, калі ты фактычна можаш все, што хочаш, да, захацеў там, вырашыў і пачаў то, ці пачаў туды паехаў. Але яго вот эти словы пра ягоную пазіцыю, да, мне яны сказалі пра тое, што ён выходзіць за шырму, да, ён глядзіць за тым, што адбываецца ў інтэрнэце, глядзіць за тым, што адбываецца ў краіне, і, магчыма, даволі крытычна, да, ацэньвае сітуацыю. Лена, я бачу, ты хочаш нешта дадаць. Да, я с Борей совершенно согласна. Я хотела сказать о том, что нужно понимать, что Николай — это человек нового поколения, да, в отличие от своего отца, и он не может жить вне того, что происходит, вне интернета, вне популярных телеграм-каналов, вне популярных каких-то мемов, вне того, что он видит, что происходит вокруг, что люди уезжают жить за границу, что люди учатся за границей, что людям таким же, как он, студентам, да, фактически приходится уезжать из страны только потому, что они высказали свое мнение. То есть нужно понимать, что он живет немного в другой реальности, чем отец, хотя понятно, что их реальности соприкасаются. Но если Лукашенко отрицает все, что происходит вокруг, да, то Николай не может этого сделать только потому, что он человек нового поколения. Ему довольно сложно, даже если бы он захотел, сесть в какой-то мыльный пузырь, да, информационный, вот, и жить в нем. Дим, як ты думаешь, вось якраз наконт гэтай мыльнай бурбалкі, ці няма якраз такі такой спакусы, вось сидзець в гэтай бурбалцы, выдатна себе адчуваць, і нават маючы в распараджэнні ўсе магчымыя рэсурсы, імі карыстацца, ну але вось так рабіць выгляд, нібыта я ўсё разумею, вы ж, хлопцы, я нібыта там з вамі, я ж тут у яго ў доме галоўны апазіцыянер, і не можа быць гэта нейкай гульнёй зноў жа па стварэнні пазітыўнага іміджа як для Миколая Лукашэнкі, так і для ягонага бацькі. На самом деле я так не думаю. Мне кажется, что, возможно, скорее всего, Коля все ресурсы не использует, но как минимум я видел, когда он приходил на хоккей на Минск-арену, то он фотографировался без проблем с людьми. То есть Лукашенко такого себе не позволяет, а его сын без проблем фотографируется. Там в ТикТоках, в Инстаграмах появляются фан-паблики Николая. Я думаю, он за этим следит, но, возможно, он реально делает вид, что это его не касается, чтобы сохранить хоть какую-то
ширму, за которой можно спрятаться от всех недоброжелателей и доброжелателей. Раз ужо пайшла гаворка пра ягоныя вось такія паводзіны, якія яшчэ такія рысы ты можаш адзначыць з таго, што ты заўважаў. Ён нават на пляцоўцы як сябе паводзіць, ён жорсткі гулец, ён увогуле вось якім чынам стасуецца з астатняй камандай, бачна нейкая дыстанцыя, нейкае там такое ўзвышэнне над усімі вось гэтай рысы характару. На самом деле нет. Я попадал на тренировки Баскова команды, где играл Лукашенко, но младший. На самом деле он довольно-таки обычный человек, никак не возвышается, не говорит, посмотрите, кто мой отец. Ничего такого я не замечал. Вполне себе обычный игрок, который стремится играть на благо команды. То есть на самом деле за ним таких имперских замашек никаких нет. Раз узгадывали про Телеграм, давайте супольна подумаем, на якія тэлеграм-каналы можа быць падпісаны Коля Лукашенко. Алена, як думаешь, вось на нехту подписаны Коля? Обязательно, конечно. Я абсолютно в этом уверена, что и более того, и на все, возможно, даже на Светлану Тихановскую подписан Коля Лукашенко, вот, потому что, ну, он обычный, ну, как обычный, да, то есть он подросток, он интересуется всем, чем интересуются подростки, и очевидно, что он интересуется и политикой, да, и он не может не следить за тем, что происходит. Более того, ему это интересно, и, возможно, даже, я не знаю, как к этому относится, но, возможно, это даже интересно с точки зрения, там, потроллить, посмеяться, да, рассказать папе, рассказать, там, еще кому-то из окружения, вот, поэтому нужно исключать, что вот он сидит, да, и подписан лишь на пол-первого, ни в коем случае. Я думаю, что он подписан на все популярные телеграм-каналы, от Светланы Тихановской до Нехты. До речі, вось гэты момант про тое, што Мікалай нібыта такі сучасны чалавек, і падпісаны на тэлеграм-каналы, і ўвогуле там ён і выглядае там часам прыстойна, і прычоска ў яго такая, там все абмяркоўваюць, бывае гэты яго знешні выгляд. Тут вельмі цікавы момант, мне здаецца, тым, што па факце... О, вось у нас якраз сабачка. Тут з'яўляецца... Ну, на стол, правда, не залазіць, так? І вось тут вельмі цікавы момант у тым, што гэта, мне здаецца, таксама можа быць пэўнай часткай вобраза самога Лукашэнкі. І ягоная прэс-служба яшчэ раней спрабавала стварыць такі вобраз клёвага дыктатара, cool dictator. Ведаеце, ёсць такая дэфініцыя як джихади cool, калі ісламская дзяржава пачала ствараць вобраз клёвага джихадыста. Ну і вось на маё меркаванне нешта падобнае спрабавала стварыць прэс-служба Лукашэнкі. Толькі што, праўда, якасць не настолькі добрая, адпаведна і вынік атрымаўся. Але вось тое, што грамадства вельмі добра сочыць за дзеяннямі Мікалая Лукашэнкі і часам мае нават станоўчы водгук на гэта, мне здаецца, гэта таксама часам можа іграць і на руку непасрэдна ўладам, і гэта можа быць таксама часткай вобраза, што, глядзіце, мы здольныя выхаваць і вось такога. Добра, едзем далей. Узгадвалі мы тут пра Баскова, і таму нельга не перайсці да тэмы візіта містера Фазаля ў Беларусь, яго сустрэчы з Лукашэнкам, яго гэтых цудоўных фотаграфій з беларускімі чыноўнікамі. Wir kennen uns schon lange, Alexander. Мы очень рады, что можем тут присутствовать сегодня, именно чтобы обговорить эту ситуацию. Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Ну, вы помните, в 2014 году тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. Когда начались все проблемы в Беларуси, на нас оказывается очень большое давление. Aber wir haben eine gerade Linie. Но у нас Wie du четкая gesagt hast, позиция. Как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народ, а не разъединять их. als sie zu trennen. Адразу хочацца запытацца у Дмітрыя. Наколькі сам гэты візіт сведчыць пра тое, што чэмпіянат свету в Беларусі адбудзецца, і ці гэта значыць, што рэальна карупцыя ў вялікім спорце непераможная? Ну, приезд Фазеля, мне кажется, он абсолютно не значит то, что в Беларуси пройдет чемпионат. Он приехал с определенными требованиями, которые уже опубликовали, как мы знаем, чтобы немножко помирить протестующих, так скажем, и Лукашенко.
но сам он абсолютно не идет на контакт, не согласен ни по одному пункту. Ну, может быть, он говорит, да, мы сделаем, но по факту ничего это сделано не будет. Но тут надо еще учитывать саму персону Фазеля, который пришел к власти Федерации хоккея в том же году, что и Лукашенко в 94-м. Они давние друзья, играли вместе в хоккей. В кулуарах там ходят всякие истории про то, как они ходили в баню, и что есть там какие-то видеоролики, которые хотят очень сильно отправить куда надо. Так что я думаю, что на этом уровне коррупция немножко существует, но что-то большее навряд ли. Вот, и, ну, реально, если чемпионат мира пройдет, то это максимальная легитимизация Лукашенко, и получается, что весь европейский мир поддерживает все те репрессии, которые были применены против белорусов. Ну вось датчане ўжо заявілі аб тым, што не паедуць у Беларусь, калі чэмпіянат будзе адбывацца там. Байкота ад якіх яшчэ каманд мы можам чакаць? І ці можам мы ўвогуле думаць, што калі раптам чэмпіянат у Беларусі адбудзецца, то на яго увогуле амаль ніхто не прыедзе? Ну, первыми, я думаю, выступят скандинавы, потому что они плюс-минус там единую политику ведут. Плюс Дания уже выступила со своей официальной заявкой по проведению чемпионата, и ХФ ее уже приняла. Ну и выступят практически все страны, которые не признали Лукашенко, а останется, грубо говоря, Россия, и тогда мы будем бороться как минимум за серебро. Цудоўны сцэнар, што я магу сказаць. Алена, у мяне такое пытанне. Ты ж таксама бачыш вось рэакцыю грамадскасці на гэта. Як агулам ацэнілі людзі такую пазіцыю размытую такога высокага чыноўніка, такой высокай асобы? Вось наколькі гэта можа быць разлічана як падтрымка да Лукашэнкі, таму што пасля Фазель, канешне, там выбачаўся і казаў, што я пачаў гуляць з агнём, але асадачак-то застаўся, мне здаецца. Я бы на самом деле обратила больше внимания не на его заявление, да, а на заявление, которое выкатили как заявление белорусского правительства, да, на его слова, хотя понятно, что им это принесли, то есть это оргкомитет написал это заявление, а не само правительство. Вот. И там очень важно, что они расписали по пунктам, да, все болевые точки, которые есть в белорусском обществе на сегодня, вот, и якобы они собираются их решать. И вот тут я просто видела реакцию своих знакомых, и в том числе своих коллег, которые с одной стороны, говорили, что, может быть, и хорошо, что он приехал, и случился такой скандал, потому что сейчас, возможно, они действительно отпустят политзаключенных, да, то есть разберутся там с этим 23-34, да, с этими бесконечными судами, начнут решать какие-то проблемы, и тогда все готовы, все, кто выходил на марш, теперь готовы купить билет на хоккей, да, и пойти на этот чемпионат, если действительно эти вопросы будут решены. Вот с другой стороны, я видела реакцию тех, кто говорил, что ничего не будет, да, неважно, приехал он или не приехал, европейские чиновники вообще, в принципе, уже ничего не решают, и никакая реакция ни на что уже не повлияет. То есть люди будут сидеть, почти 200 политзаключенных будут сидеть, когда это все закончится, тоже неизвестно. Вот, поэтому я видела, что люди разделились вообще-то на два лагеря, то есть одни были готовы купить билет на матч, а вторые кричали, что ну, его приезд или не приезд ничего, в принципе, сегодня не решает. И любые его заявления тоже, я не сказала бы, что у них была какая-то острая реакция в обществе. Тем более, мне кажется, что вопрос чемпионата мира в Минске уже решен, его не будет. Дима, калі яго не будзе, то што гэта пацягне для беларускай федэрацыі хакея, то бок якія наступствы? Вось адмяняюць чэмпіянат свету по хоккею в Менску, далей что? Ну, во-первых, нужно будет понять, по какой причине, потому что это будет сильно влиять на размер штрафа, на размер компенсации, которую придется выплатить Беларуси или страховщикам. Чемпионат застрахован в Белгострахе, как минимум, и это нужно будет выплатить или Латвии, или ИХФ, или там с тем же белорусам, потому что если чемпионат будет отменен из-за коронавируса, это одно. Если будет отменен по причине бойкота всех команд, в этом случае, ну, получается, компенсацией будет заниматься белорусской стороной. Если вот коронавируса, то Белгострах, допустим. А если
чемпионат состоится, то понятно, тут уже ничего не придется платить, поэтому я думаю, Лукашенко очень держится за это, и это будет личный удар по нему, как человеку, который развивает этот вид спорта на максималках, вкладывает в него столько денег, строит очень много арен, и для него это будет болезненный удар, поэтому он все свои ресурсы пытается сюда вложить. Но, как мне кажется, это не поможет, потому что, как минимум, приезд Фазеля должен был решить проблему с политзаключенными. В тот же день должны были выпустить Наталью Херше, гражданин Швейцарии, но этого не произошло, поэтому дальше проходит виток наших диаспор по всей Европе, которые выступают с протестами. Вчера буквально в Швейцарии возле самой федерации прошел пикет белорусов, которые призывали одуматься, не идти на поводу у Лукашенко. Однако, как мы видим, пока особой реакции нет. Но, опять же, решение должно будет приняться в конце января. И я жду, что чемпионат отменят. И, грубо говоря, ни один белорусский хоккеист от этого ничего не потеряет, потому что они также спокойно уедут в какую-нибудь Данию, там же сыграют, и никаких проблем не будет. Для них даже будет дополнительный стресс от всего белорусского народа, если чемпионат пройдет в Беларуси, потому что, грубо говоря, хоккеистов сейчас не любят, а тогда их будут просто люто ненавидеть. Яшчэ одно пытанне, вось Фазель сфоткаўся з Баскавым. Мне цікава, вот перад этой фатаграфіяй, ён увогуле рыхтаваўся да візіту, ён ведаў, з кім ён увогуле фоткаецца. Напэўна ж, мусіў ведаць. І, напэўна ж, нейкую падрыхтоўку мусіў праводзіць. Адмыслова гэта зрабіў. Раскажы, калі ласка, Баскав увогуле сам што за персанаж? Наколькі ён сябе паводзіць добра ў прыватнай камунікацыі, як ён, в прынцыпе, выглядае як чыноўнік, як кіраўнік? Как говорят, Фазель просил очень сильно, чтобы никакой прессы на этих встречах не было. Но режим решил, что нужно сделать максимальный пиар и чемпионату, и Фазелю, от которого последнему стало очень плохо. Потому что вся европейская общественность дико возмутилась буквально там через час, когда слили эту фотографию. А фотография появилась благодаря не Баскову, а третьему человеку на этой фотографии. Это хоккеист сборной ОАЭ, но сейчас он повысился до команды Лукашенко и на рождественском турнире защищает цвета этой команды. Вот он опубликовал фото в Инстаграме. Буквально там через 10 минут ему пришлось уже закрыть свою страницу, удалить все комментарии, но уже эту лавину было не остановить. Почему эта фотография случилась? Как мне кажется, что они не хотели публиковать ее, но в то же время это очень хорошая палочка-выручалочка для того же Баскова, чтобы спасти остатки своей, я не знаю, там, репутации или что там у него осталось. Но это реально поможет ему выглядеть там в глазах каких-то его сторонников не самым последним человеком, потому что глава Федерации хоккея довольно-таки значимая персона, и его очень, все знают, все обсуждают. Что касается его лично, я работал с ним 1 год в хоккейном Минском «Динамо». Я его заметил как современного управленца, который приходил в это самое «Динамо» как хороший толковый управленец, который поднял детский хоккей Минского «Динамо» на очень высокий уровень. Правда, у него там и средства были неплохие, чтобы это сделать, поэтому у него конкурентов в Беларуси, по сути-то, и не было. Но первый же его сезон в хоккее случился провальным. Не сказать, что это было только из-за него, из-за его решений, но во многом, наверное, его роль была в том, чтобы охранить это Минское «Динамо» от развала полного, и выпросить как можно больше денег у Беларуськалия, у Лукашенко. И делал он это, я бы сказал, если не круглосуточно, то очень часто, потому что в офисе увидеть Баскова было очень трудно. По четвергам у него стабильно были спецмероприятия, которые заключались в играх с командой Лукашенко. И, допустим, по рабочим вопросам к нему в этот день обратиться нельзя было. Так было и в остальные дни. То есть он еще и занят в аккумуляторном заводе в Бресте. Там чуть ли не 8 профессий у него было, на самом-то деле, кроме хоккейной. То есть человек-оркестр. Я не знаю, такие люди
нужны стране, не нужны, не очень понятно, потому что результат, как мы видим, не очень. Но я Баскова не оценил бы как какого-то суперзлостного персонажа, но сделал он очень много и обязательно должен за это ответить. Ідзем далей, паразмаўляем якраз пра адказнасць. Трампа забанілі ва ўсіх сацыяльных сетках там, на пэўны час. І ў твітары ўвогуле спачатку забанілі зусім наглуха. Гэта падняла вялікую дыскусію агулам пра свабоду слова і пра адказнасць карпарацый перад всімі астатнімі людзьмі цяпер, таму што яны фактычна ператвараюцца ў пэўнага кшталту медыа. І ці гэта не выглядае як цэнзура? І агулам, як што гэта выглядае? Ну, Барыс, адназначна пытанне да цябе. Ну, пытанне насамрэч вельмі шырокае і цікавае. Я бачу шмат выказванняў еўрапейскіх палітыкаў, праваабаронцаў, прадстаўнікоў грамадскасці, рэспубліканцаў і дэмакратаў. Вельмі цікава глядзець, як размяркоўваюцца меркаванні, асабліва амерыканскіх палітыкаў, якія, ну, здавалася, павінны былі б, умоўна кажучы, дэмакраты падтрымліваць у гэтым пытанні Трампа і выступаць за свабоду слова. Ну, зрэшце рэшт, дэмакраты, яны такія больш ліберальныя, але часам гучаць якраз такія меркаванні на адрас праваты Твіттера. Калі шырока, калі глобальна казаць, мы пачалі з нядаўняга часу жыць у медыасяроддзі, у свеце, дзе можа быць не столькі дзяржавы і не толькі дзяржавы могуць абмежаваць ці істотна ўплываць на прасоўванне, на доступ да нейкіх інфармацыйных матэрыялаў. Раней, в прынцыпе, пляцоўкі яны не столькі ўмешваліся в палітычнае жыццё, і Тэлеграм, чаму зараз мы назіраем вялізны рост Тэлеграма ў Амерыцы, Тэлеграм ввогуле ў гэтым плане прытрымліваецца максімальнай лаяльнасці. Можа быць, і блакуюцца нейкія, ну, зусім там экстрэмісцкія аккаунты і каналы, але глобальна, што тычыцца доступу да меркаванняў, доступу да грамадска-палітычнай дыскусіі, Тэлеграм гэта найбольш, ну, на мой погляд, цяпер адкрытая і свабодная пляцоўка. Да? Ты можаш ствараць каналы, можаш туды нешта паведамляць, пісаць, і, зрэшты, Тэлеграм да гэтага ставіцца даволі ліберальна. А вот Твіттер і іншыя пляцоўкі яскрава паказалі, што яны вот сёння ў 2020-2021 годзе гатовыя і нават не супраць умешвацца ў палітычнае жыццё, да, абмяжоўваючы таго ці іншага палітыка. Што рабіць з Трампам? Я прыхільнік свабоды. Да? Я адназначна лічу, што пакуль не гучаць экстрэмісцкія заклікі, я зараз паўтараю нейкую мантру беларускага заканадаўства, але, в прынцыпе, на мой погляд, гэта больш-менш такая ўзважаная пазіцыя. Пакуль не гучаць заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці, пакуль не гучаць заклікі да гвалтоўных нейкіх дзеянняў, то людзі могуць і маюць на гэта поўнае права дзеліцца сваімі меркаваннямі. Хай сабе гэта Эдуард Пальчес, Антон Матолька, Дональд Трамп ці хто-кольвек. Алена, у цябе не з'явілася такога адчування пасля гэтага выпадку з банам, разбанам, што прымяняюцца свайго кшталту такія двайныя стандарты? Таму што, па-першае, Трампа ніхто не баніў, пакуль ён адназначна быў прэзідэнтам. А калі ўжо стала зразумела, што ён далей прэзідэнтам не будзе, ну, можна і забаніць, чаму ж там. І ніхто чамусьці не баніць там рознага кшталту ісламскіх экстрэмістаў в Твіттары, ну, даволі вядомых, якія маюць там шмат падпісантаў, в іншых сацыяльных сетках. Вось няма ў цябе такога адчування, што штосьці тут не так, што вось нейкі гэта выбарачны падыход. І самае галоўнае, ці не пагражае гэты выбарачны падыход пераходам такога кшталту лічбавы таталітарызм, да? Калі вось гэтых мы пускаем, а гэтых мы не пускаем. Ну, с одной стороны, да, тут такая политика двойных стандартов, с другой стороны, нужно понимать, что
Боря совершенно прав, да, то есть американцы, да, они выступают за абсолютную свободу слова, но при этом вот банят Трампа в Твиттере, да, и в других соцсетях. Но мне кажется, что действительно тут такая тонкая грань о том, что когда он был президентом, можно было писать, когда он вроде как уже перестал быть президентом, его можно, в принципе, и забанить. Вот. Но мы же видим, что последние годы, да, все, кто говорят, что Америка уже не та, вот, Трамп, который хотел сделать ее снова великой, вот, действительно все развивается, все очень быстро, и корпорации, они выбрали именно такой путь, да, они выбрали какую-то свою там, свой рубеж, да, за которым наступает цензура. Вот. Мы ничего с этим сделать не можем, можем на это только реагировать как-то, да, нам это либо нравится, либо не нравится, вот, но мне кажется, что они действуют в зависимости от ситуации и в зависимости от того, как, в принципе, все это развивается и насколько быстро соцсети становятся новыми медиа. То есть, если бы у соцсетей не было столько влияния, возможно, они бы никак не реагировали, но они понимают, что у того же Твиттера, где Трамп может написать, действительно призвать сторонников выйти или не выйти куда-то наоборот, у него очень много на сегодня влияния на общество, да, и на тех, кто не читает, например, традиционные новости, не читает традиционные СМИ, а читает только соцсети. Тут яшчэ одно пытанне. Дзім, вось на твоё меркаванне, такая палітыка глобальных карпорацый ці не можа развязваць рукі рознага кшталту дыктатарам в Беларусі, в Расіі? Яны ж таксама могуць сказаць, так глядзіце, там вунь баняць всіх направо і налево, мы-то чаму не можам. А у нас вунь тое ж самае Міністэрства інфармацыі робіць тое ж самае. Ідзіце вунь у Твиттер скардзіцесь. Яны ж там таксама могуць забаніць, ну і мы можам, чаму не? Як по-твоему? Ну, по-моему, так и происходит. Все говорят, а посмотрите, ваша Америка, смотрите, а что там? Ай-яй-яй, вот ваша демократия хваленая, а у нас хорошо, диктатура, мы как бы знаем, что лучше для народа. И даже если... Но в ответ им мудрые белорусы даже заблокировали Инстаграм Минского хоккейного «Динамо», потому что они умудрились пошутить про угрозу МВД к тренеру КХЛ, хоккейной лиги. И в ответ на это, я так подозреваю, что белорусы просто нажаловались на этот аккаунт и смогли его заблокировать. Опять же, благодаря решениям Инстаграма, которые позволяют такое делать. Добра. Яшчэ пра адну паралель з Беларусю, якую шмат хто праводзіць. Алексей Навальны заявіў, што вяртаецца ў Расію. Ужо стварылі вялікі івент па яго сустрэчы ў аэрапорце, які таксама, дарэчы, вельмі шмат чаго будзе значыць, маштаб гэтай сустрэчы. Шмат хто заяўляе аб тым, што ну вось і нашым лідарам, маўляў, варта бы вярнуцца ў Беларусь. Нехто ўжо напісаў, што чакае Ціхановскую, Латушку, шмат гэта абмяркоўваецца. Я не ведаю, для мяне, напрыклад, відавочна, што сітуацыі розныя. У нас выбары ўжо прайшлі, в Расіі там увогуле незразумела яшчэ, як гэта палітычная будучыня будзе выглядаць. В прынцыпе, вельмі складана казаць пра маштаб асобаў і пра дзеянні ўладаў. У Расіі няма такога прэсу, нягледзячы на тое, што Пуціным пужаюць увесь свет, в Расіі такога жестакану, як у нас, яшчэ няма. Алена, як думаеш? Да, я на самом деле тоже не согласна с этими параллелями, которые проводят между Навальным и Тихановской, о том, что она тоже должна вернуться. Вот Навальный настоящий политик, а Светлана не настоящий политик. Тут нужно еще понимать, что Навальный, он, во-первых, он заложник своего образа, то есть он обязан уже вернуться, потому что имидж такой создан, и он не может отступить. Вот. Во-вторых, он делает это публично и так широко, потому что, в принципе, на сегодня это единственный его вариант остаться в живых и при этом жить еще и в России, да? То есть не жить в Европе, не прятаться где-то. Вот. То, что он делал, все это, вот, то есть те шаги, которые он уже сделал, они все привели именно к такому выводу, потому что он провел, то есть его пытались отравить, он провел расследование, он всем рассказал, что к этому причастен Кремль, и теперь он всем говорит, что, ребят, я возвращаюсь, и вот большой вопрос, останусь я в живых, буду я посажен или так далее, все будут знать, кто это сделал, то есть чья это реакция на мое возвращение. Вот, и
Я думаю, что все-таки Кремль, он в вопросе там, ареста Навального, там, не знаю, второго отравления от Навального, убийства Навального, он будет все это делать с оглядкой на возможное обострение с Западом. В Беларуси понятно, что реакция Запада здесь никого вообще в принципе не волнует. Властей она не волнует, вот, и поэтому как только Тихановская пересечет границу, Тихановская, Латушка, Координационный совет и так далее, вот, они все сядут в тюрьму. На них уже заведены уголовные дела, на Навального, правда, тоже есть дело, но там и масштаб личности другой, да, и немного картина другая совершенно. Вот, то есть там будет понятно, кто это делает и зачем, и с какой целью. Более того, скорее всего, Кремль все-таки, я думаю, что ему дадут домашний арест, то есть его не посадят в СИЗО, скорее всего, это будет домашний арест, то есть опять-таки полумеры, потому что посадить Навального, отравить второй раз Навального, это будет уже слишком даже для Кремля. Діма, на твоє меркаванне, увогуле варта нам спадзявацца на нейкі такі кіпіш у Расіі у сваім чаканні зменаў у Беларусі? Варта думаць, што нейкая ўнутраная напружанасць у нашай усходняй суседняй краіне рэальна зменіць штосьці ў нас і акажа нейкі сапраўды вялікі ўплыў? Ці ўсё-такі мы настолькі знаходзімся в сферы ўплыву по России настолько под великой увагой, в великом фокусе, что не варто нам чекать подобных. Не, ну понятно, что Россия поддерживает режим Лукашенко, выписывает ему кредиты на очень огромные суммы. Но тем не менее, я считаю, что нам нужно опираться на самих себя, не смотреть на вечного большого брата, который перейдет на сторону простых белорусов. За все время, за 26 лет, кажется, такого никогда и не видели. Я думаю, что нет. Я думаю, что сегодня, наоборот, то, что происходит в России и то, чем занят Кремль, это выборы в США, это Навальный, да, это Карабах и так далее. Я думаю, что это, наоборот, больше отвлечет внимание от Беларуси. То есть здесь уже поклялись в любви в очередном не интервью, а разговоре, да, сказали, что это единственный друг на свете и так далее. Поэтому я не думаю, что сегодня Россия будет так много внимания уделять Беларуси, как это было раньше. Более того, мы видели после выборов, что Россия очень осторожно высказывалась в лице пресс-секретаря Путина Пескова о том, что происходит в Беларуси. Они не давали долго очень оценку. Потом у Пескова была какая-то фраза о том, что можно было бы и полегче. То есть там понимают, что здесь перешли уже все границы, все красные линии, но также понимают, что Лукашенко не остановится. Вот, поэтому каких-то особых изменений, к сожалению, в ближайшее время ждать нам не придется. Я думаю, что это очень затяжной марафон, и Беларуси самой придется в конце концов решать эти вопросы, самой решать внутренние проблемы, разрешать политический кризис. Очевидно, что на диалог никто идти не хочет и не собирается в официальном Минске. Вот, но мне кажется, что все-таки будет какая-то точка, даже не то, что невозврата, потому что точка невозврата пройдена, да, а какая-то красная точка, когда администрации Лукашенко придется что-то все-таки решить. То есть либо пойти на диалог, либо вмешается действительно Россия, когда уже будет, уже будет край, и будет сказано, что либо так, либо никак. Вот, потому что все, что предлагала Россия, это проект новой Конституции, референдум по Конституции, оно здесь не прокатило. Вот, то есть Лукашенко откатил все обратно, он сказал, что в конце этого года только будет готов проект Конституции. То есть очевидно, что все сигналы, которые мы подавали оттуда, он проигнорировал. То есть, да, я вроде взял под козырек и пошел исполнять, но на самом деле я сделаю все как есть и как у меня получается, грубой силой, потому что грубая сила работает. Сказано было подавить протесты подавлены. Вот. Понятно, что весной, скорее всего, протесты вспыхнут снова, с новой силой, да, все те же 100-тысячные марши. Вот. Но до этого произойдет еще какое-то количество событий, которое как-то повлияет на ситуацию в стране. Но в целом я не ожидаю, что ситуация как-то сильно изменится от того, что скажет Россия сегодня, потому что, скорее всего, Кремлю будет не до Беларуси. Вось на гэтай ноце, паважанае спадарства, мы скончым сёння нашу праграму. Давайте развітаемся з гасцямі, падзякуем ім за цікавую, я спадзяюся, дыскусію. І ведаеце што? Улічваць мы можам розныя фактары, але спадзявацца варта ў любым выпадку толькі на сябе. Але мы, беларусы, яшчэ пакажам усім не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Так што глядзіце Белсат, гэта была праграма без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрых вам выходных, добрага вам вечару.